Проповедь называется «Личное время с Богом». И на самом деле, знаете, когда проповедники выходят, они все время говорят: важная тема. Все темы важны, наверное. Если бы не было важного, вы бы не готовили. Но это, знаете, одна из таких фундаментальных, ключевых вещей. Я объясню почему. Давайте мы сначала прочитаем ам, Откровение, 8 глава, 3-5 стих. Здесь события происходят, вы знаете, да, апостол Иоанн, последний оставшийся в живых апостол на тот момент, находится на острове Патмос. То есть он там, его посадили, он на зоне. Отбывает наказание и за веру. То есть такие там, условия суровые на этом острове. И он видит видение. То есть ему Бог показывает, что будет в будущем, что там ужасающие картины в том числе. Помимо разные темы, и вот одна из вещей, которых он видит, что он на небесах, и он видит, что происходит на небесах пред престолом Божьим. Здесь вот как раз одна из таких вещей. Читаем Откровение, 8 глава, с 3 по 5. Все, что я читаю, будет в новом русском переводе, за редким исключением, если, по-моему, ничего не будет в синодальном. Или если будет, то я буду говорить. Итак, потом подошел еще один ангел, державший золотой сосуд для возжигания благовоний, и встал рядом с жертвенником. Ему было дано много благовоний, чтобы он принес их вместе с молитвами всех святых на золотой жертвенник, что стоит перед престолом. Дым от благовоний вместе с молитвами святых поднялся от жертвенника, пред которым стоял ангел, к Богу. Затем ангел взял сосуд для возжигания благовоний, наполнил ее огнем с жертвенника и бросил на землю. Тогда на земле случились громы, крики, молнии и землетрясения. Смотрите, здесь на самом деле даже вот в этом месте Писания очень много образов, но на что я хочу обратить ваше внимание, это на золотой жертвенник. Что это за золотой жертвенник? Вы знаете, в самом начале, когда Бог сказал Моисею построить скинию, то есть до того, как был храм еще, у иудеев, у них была скиния, и там был золотой жертвенник, ветхозаветной скинии. И это был жертвенник курения. Во внешнем дворе стоял бронзовый жертвенник, где приносили в жертву животных, но золотой жертвенник – это был именно жертвенник воскурения, на котором курили, или как вот в православной церкви кадили, да, благовониями. То есть они возносились. И я попрошу, да, вот можно, это первая картинка, там была другая картинка. Там было важно поставить именно еще одна. Да, вот смотрите, ветхозаветная скиния, если мы можем видеть, то есть делалось ограждение, основы, две основные части, внешний двор и внутреннее непосредственно помещение скиния. Во внешнем дворе умывальник стоял, и вот там вот медный жертвенник также есть. Можно следующую картинку? Смотрите, здесь у нас непосредственно в скинии. Скиния делилась на два основных помещения. Я вам напоминаю, я помню, что вы все знаете, мы проходили, у меня даже проповедь была на эту тему. Но здесь два основных помещения. Первое – это святое, вот где стоит священник. И потом, смотрите, есть такая перегородка или завеса. И там стоит ковчег завета. И это называется место святое святых. Но в помещении, в первом святое, всего 3 предмета находится. Да? Это стол с хлебами предложений, где лежало 12 хлебов по количеству колен Израилева. Семисвечник стоит золотой, где 7 свечей. Это единственный источник света, который есть. И вот священник стоит перед золотым жертвенником воскурения, где воскурялось все, и это возносилось. Святая святых, там только непосредственно ковчег завета. Можно следующую картинку? Вот это вот, наверное, должна была быть вторая. Давайте вернемся обратно. Здесь просто хорошо видно. Еще раз предыдущую можно? Вот здесь у нас семисвечник, жертвенник для воскурения, стол с хлебами предложения, завеса, там показан разрез
за завесой ковчег. Следующую можно картинку? Да, вот эту. Смотрите, если обратить внимание, вот здесь священник стоит. Вы знаете, что вот за завесу, непосредственно в святая святых, священник входил, как часто? Один раз в год. Один раз в год, и для того, чтобы окропить непосредственно сам ковчег, там крышка завета была, херувимы сидят, и покропить кровью, чтобы принести, как бы это жертва за грех, за народ, которая приносилась ежегодно, чтобы умилостивить, да, чтобы примирить народ с Богом. Говорят, даже такое предание, там священника привязывали за ногу веревкой, ну, потому что была четкая инструкция, что только он может войти, только один раз в год, и вдруг Бог его там убьет, кто за ним пойдет. Чтобы его можно было вытащить оттуда, ну, как бы веревочку просто подергивали, если он там не шевелится, чтобы его можно было оттуда вытянуть. Но смотрите, что я хочу сказать, зачем я вам напомнил все это дело. Вот жертвенник воскурения, курение воскуривалось дважды в день, утром и вечером. И то, что мы прочитали, как нам сообщает Откровение вот из этого места, вот воскурение, оно символизирует молитвы народа Божьего. И еще одно место Писания я хочу вам привести, как бы, смотрите, Псалом 140, 2 стих. Давид пишет следующее. «Да будет молитва моя, как возжигание благовоний перед тобой, и возношение моих рук, как вечернее жертвоприношение». Возжигание благовоний, как молитва. То есть, что я хочу, много таких вот прообразов в Библии, что когда ты молишься, твоя молитва – это как приятное благоухание пред Богом, как возжигание благовоний, как приятный там фимиам возжигали, да, он возносится к Богу. Еще раз. Фимиам, твоя молитва, приятное благоухание пред Богом. Можно еще раз вернуть эту картинку, которая была последняя, обратно отмотать? Да. Я хочу обратить ваше внимание. Смотрите, мы знаем, что святая святых – это что? И вот ковчег, что это за место? Это место, где, как говорилось, обитал сам Бог. То есть ковчег, там была целая процедура. Как его носили, были отдельные люди определенные. Просто так никто, вы знаете, да, примеры. Кто-то схватился, упал мертвый. У Бога были четкие инструкции, кто мог это делать. Я хочу, чтобы вы понимали, что Бог, Он настолько велик, Он создал Вселенную. У нас миллиарды световых лет везде. Ему не нужна была какая-то коробка или ящик, чтобы он там мог жить. Но для израильского народа, чтобы был такой вот образ, он говорил, что я буду обитать посреди вас. Вы знаете, столб был огненный, облачный, днем либо ночью, да, и они чувствовали это присутствие, оно было осязаемо. И он обитал в ковчеге. Да? Я хочу задать вам вопрос. Что ближе всего к Богу находится? Вот если посмотреть, вот если Бог, Он обитает в ковчеге, что находится ближе всего к Нему? Завеса, да, она разделяет вообще. Жертвенник воскурения, да? Вы знаете, это вот первый урок, который зачем я вообще вот это все говорил 10 минут. Я хочу вам сказать, что на основании даже этого мы можем сказать, можно уже убрать, что самое близкое время, когда ты можешь быть к Богу, это когда ты находишься в молитве. Когда ты молишься, ты ближе всего к Богу. Ты наиболее близко приближаешься. Вы знаете, кто-то может сказать, что, неправда. Я чувствую себя ближе к Богу, чувствую Его присутствие, когда я Его славлю. Кто-то есть такое вот? Ты переживаешь Его присутствие. И смотрите, есть доля правды в этом. Давайте я вам приведу Ефесянам 5 глава, 18-21 стих. Написано следующее. «Не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь духом». Смотрите, внимание.
исполняйтесь Духом, то есть чем наполняйтесь Духом, да? Духом Святым. Дух Святой у нас Бог триедин, Отец, Сын и Дух Святой. То есть мы знаем, что Дух Божий живет в нас. Наполняйтесь. Дальше я хочу обратить ваше внимание, что стоит запятая. И именно это место Писания я взял в синодальном переводе. Почему? Потому что синодальный перевод, он дословный, как бы буквальный. Там, где стоят всякие депричастные обороты, он именно так и переводит. Все остальные переводы, они как бы расширены и допускают там, точку где-то поставить, где-то дополнить что-то, чтобы нам было понятно. И оно хорошо для понимания, но здесь немножко я хочу обратить ваше внимание на другое. Как вот, что задумывал автор, когда он писал. Смотрите, исполняйтесь Духом, и поставлена запятая. И для этого нам нужно что? Назидая самих себя псалмами и славословиями и песнопениями духовными. Запятая. То есть, когда мы славим Бога, мы наполняемся Духом. Дальше еще что мы делаем? Поя и воспевая в сердцах ваших Богу, запятая. Благодаря всегда за все Бога и Отца во имя Господа нашего Иисуса Христа. Здесь описывается, наполняйтесь Духом. Ребят, бухать не надо, лучше Духом наполняйтесь. И для этого славьте Бога, пойте Его. Сами пойте, чтобы вы возогревали свой дух. И потом дальше написано, всегда за все благодарите Его. И здесь говорится не просто, знаете, это такое состояние благодарения, когда у тебя в сердце. Не просто, когда ты формально говоришь, но ты реально даешь себе отчет. Я проснулся, слава Богу вообще за это. Какие-то вещи, что-то у меня устоялось, слава Богу, у тебя в сердце просто вот такое состояние. Когда у тебя такое есть, он говорит, что ты будешь наполняться Духом. И потом, смотрите, это еще не все. Опять запятая, и там дальше, повинуясь друг другу в страхе Божьем. Потом стоит точка. И еще одно условие необходимое для... Потом дальше там разворачивается. Кому интересно, вы можете почитать, там говорится, что означает повиноваться друг другу в страхе Божьем. Там как раз написано, жены, повинуйтесь своим мужьям, а мужья, любите своих жен. Начальники, управляйте мудро, не гнобите своих работников, дети, почитайте старших и так далее, и так далее. Это все как раз к этому, что, в чем заключается повинуйтесь в страхе Божьем. Но для чего повиноваться? И повиноваться здесь такое слово, знаете, как почитайте друг друга, я бы так сказал. Почему мы должны с уважением относиться друг к другу? Чтобы наполняться Духом в том числе. Мы Его славим, мы Его благодарим за все, и мы почитаем друг друга. Жену, мужа, детей. Там про родителей говорится, что не раздражайте детей ваших. Вот тогда ты таким образом почитаешь. А дети, вы слушаетесь родителей. Таким образом ты их почитаешь. И тогда ты наполняешься. Но если ты этого не делаешь, этого не будет. Но смотрите, здесь конкретно говорится, что да, в этом есть истина. Когда мы славим Бога, в том числе ты начинаешь переживать Его присутствие. Кто-то, вы согласны со мной? У кого-то было такое? Хоть раз в жизни? 5 человек. Мне вопрос, а остальные вы зачем вообще на прославление приходите? Но смотрите, итак, когда мы славим, мы вот это все делаем, Его присутствие, оно приходит. Я бы даже здесь сказал, знаете, спорная тема, Бог, Он никуда не девается. Я в это верю. Есть разные трактовки на эту тему, но если Дух Божий живет в нас, Он всегда в нас. Но просто когда я Его славлю, у меня есть вот это отношение благодарения, я почитаю, мне просто ничто не мешает Его переживать присутствие. Ничто не отдаляет Его, понимаете? Я не верю, что Бог, Он куда-то уходит. Он всегда в нас, Он всегда с нами, но мы можем переживать Его присутствие. Но к чему я все веду? Смотрите, просто находиться в присутствии Божьем – это одно, но это не заменит общение с Ним. Вы понимаете? Вот, например, вы пришли в церковь, вы сели в зале, вот Олег Иванович здесь присутствует, ты в его присутствии, да? Вот Слава здесь тоже в его присутствии. Но если ты не подойдешь с ним, не поговоришь, ты с ним не пообщаешься, у тебя нет никакого общения с ним. Вы понимаете? Разные вещи. И да, классно иногда, то есть быть в присутствии Божьем, ты переживаешь, у тебя там, у кого-то мурашки, мы все по-разному воспринимаем, и как-то бывает. И это само по себе круто.
приносит спокойствие. Это знаете, как, например, если отец, в нормальной семье, нормальный отец, и где дети, например, когда отец, папа дома, все нормально. Он даже просто в комнате где-то, так должно быть. Да? Ты переживаешь его присутствие, тебе даже само это по себе спокойствие приносит, но это не заменит общение. Вы понимаете? Пример такой приведу. Смотрите, величайший пророк, кто был? Моисей, один из. Да? Почему он был великим пророком? Потому что он пел, он славил Бога. Я только одно место в Писании нашел, когда Моисей пел. Когда только-только они вышли, это Исход 15 глава, Бог вывел израильский народ из Египта, вот они вышли, и они там воспели, написано. И вот он славил. Одно место. То есть он не был известен своим пением. Был ли он красноречив? Вот такой пророк там пророчествовал всем. Он не был вообще, как написано, он был косноязычный. Может быть, он такой, уверенность была в нем, он вселял. Людям говорил с такой властью. Наверное, он говорил с властью, но это совсем по другой причине. То есть он не был уверенным в себе человеком. Но если вкратце, к чему я подвожу? Моисей был великим пророком из-за того, что снова и снова он встречался с Богом, и он общался с Ним. Он говорил с Ним, он слышал от Него. И потом Моисей мог говорить о Боге, которого представлял, потому что он проводил с Ним время и имел с Ним общение. Вы со мной? То есть просто знание Священного Писания, теологии, песен, они не сделали его великим. Но что сделало его великим? Регулярная встреча с Богом. Он регулярно разговаривал, молился. Не только молился, но он еще и слышал Бога, когда тот ему говорил. Смотрите, то же самое можно сказать про Иисуса. Я знаю только также, один отрывок в Библии, где говорится, что Иисус пел. Последняя вечеря, когда он принимал, он уже знает, что ему предстоит, и по иудейской традиции после пасхального ужина было принято петь определенный набор псалмов, там 113, 118. Он вместе с учениками пел. Там в Матвея 26, 30 стих, например, так написано. «И воспев», то есть после ужина, они пошли на гору Илионскую. Все, что написано. Одно место, где написано, что Иисус, Он шел и пел. Но я насчитал приблизительно 17 мест, где говорится в Евангелиях упоминание о том, что Иисус, Он молился, о Его молитвенной жизни. Более того, Он молился ранним утром, поздним вечером и даже всю ночь напролет. Он молился перед важными событиями в жизни, молился, когда служил другим, молился перед своими чудесами, молился за других. И мы плавно подходим к теме сегодняшней проповеди. Что такое личное время с Богом? Почему я так назвал? И почему так важно, чтобы каждый верующий имел личное время с Богом в своей жизни? Смотрите, мы зовемся христианами. Христианин – это последователь Христа. Да? Мы принадлежим Христу. Смотрите, вся суть христианства, она заключается в том, чтобы мы менялись, чтобы мы начинали отображать Христа с каждым днем все больше и больше. То есть мы становились похожи на Христа. Мы делали то, что Он делал. Мы, написано также есть такое, отождествлялись с Ним, преображались в Его образ. То есть с каждым днем мы должны становиться все больше и больше похожими на Него. Вы со мной согласны? Никаких возражений по этому поводу нету? Давайте прочитаем, смотрите, такое место Писания. Евангелие от Марка, 1 глава, 35 стих. «На следующее утро, когда было еще темно, Иисус встал, вышел из дома и, уйдя в безлюдное место, молился там». О чем здесь говорится? В чем
суть этого места Писания. Смотрите, до того, как взошло солнце, до того, как начался новый день, до того, как прибежали всякие люди и начали его грузить своими проблемами, он заранее встал, потому что он знал, что все это будет происходить, и уединился. Для чего? Для того, чтобы никто не мог помешать ему его личному общению с Богом. Общению с Богом один на один, больше никого. Мы подходим к этому. Общение с Богом подразумевает, смотрите, личное. Это означает, что это не групповая молитва. Это не когда ты с кем-то, о чем-то. Когда тебе вообще ничто не мешает, тебя ничто не отвлекает. Когда вот у тебя важный разговор с кем-то, ты же разговариваешь один на один. И умные люди это понимают, они смотрят, и не мешают, если, например, зашли. Но важно, то есть вы понимаете, да, что часто есть такие вещи, когда ты должен разговаривать с кем-то, с человеком один на один. Как ты считаешь, с Богом нужно иметь общение один на один, когда тебя никто не отвлекает и ничто? Вот это подразумевается личное общение с Богом. Может быть, я чуть вперед забежал. Смотрите, он уединялся, Иисус, чтобы ничто и никто не мог ему помешать иметь личное общение с Богом. Еще раз, что такое личное общение? Без присутствия других людей. Ты проводишь время в молитве, в чтении Его Слова, Библии, и ты размышляешь над тем, что написано. И смотрите, важная тема. И ты слушаешь голос Божий. Может быть, Бог тебе через это что-то показывает. Может быть, Бог тебе напрямую будет говорить со временем. Ты научаешься различать Его голос. И почему важно быть без других людей? Чтобы никто не мог тебе помешать слышать Его голос. Здесь важная деталь – это слушать. Потому что иногда бывает, знаешь, когда люди, они просто для галочки. Контрольный список у меня есть. Должен встать, помолиться. Так, помолился, все. Надо воду принести, посуду помыть и так далее. Галочки везде поставил. Но общение подразумевает, что ты не просто пришел, и ты все время тараторишь. Какое-то общение, если кто-то попросил тебя встретиться с ним, и он та-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 та. Давай, пока. Пообщались. Если ты хочешь от кого-то слышать, важно уметь слушать. И от Бога также нужно слушать. Ты не все время читаешь, и ты не все время молишься и говоришь во время молитвы, но ты уделяешь, ты просто успокаиваешься, если так можно сказать, в духе, в тишине, и ты просто размышляешь над тем, что, Господи, что ты хочешь мне сказать? Я хочу поговорить о важности того, чтобы иметь личное общение с Богом. Смотрите, самое первое очевидное. Если для Иисуса это было важно, а мы называемся христианами, и мы хотим походить на Него, очевидно, что это должно быть важно и для нас. Насколько это было важно для Иисуса? На протяжении всех Евангелий мы можем увидеть, что насколько бы Иисус не был сильно занят, Он всегда находил время для личного общения с Богом. Я хочу вам сказать, что тяжело найти человека, который был бы занят больше, чем Иисус, когда Он был уже во время своего служения. Я периодически встречаю людей, когда я им что-то говорю о чем-то, например, они такие: пастор, ты не представляешь, насколько я занят, какая у меня занятая жизнь. Знаешь, у Иисуса дел было побольше, и дела были поважнее. Но много мест Писания, я приведу вам всего два, которые говорят о том, что Иисус всегда находил время для личного общения с Богом, даже во время своего сумасшедшего расписания и множества проблем, которые его окружали. Первое. Евангелие от Матфея, 14 глава, с 14 по 25 стих. Когда Иисус сошел на берег и увидел большую толпу, Он сжалился над людьми и исцелил больных, которые были среди них. Наступил вечер. Ученики Иисуса подошли к Нему и сказали:
Место здесь пустынное, и уже поздно. Отпусти народ, пусть пойдут в ближайшие селения и купят себе еды. Смотрите, что происходит. Они были весь день. Толпа людей была вокруг него весь день. Наступил вечер. Ученики поэтому и говорят: отпусти народ, ну пусть сходят, что-нибудь поедят. Люди там весь день не ели и так далее. Но это на протяжении всего дня. Иисус ответил, 16 стих: им не нужно уходить отсюда, вы дайте им есть. Но у нас только 5 хлебов и 2 рыбы, ответили ученики. Принесите все ко мне, сказал Иисус. Он велел народу расположиться на траве. Взял эти 5 хлебов и 2 рыбы и, подняв глаза к небу, благословил пищу. Затем он стал разламывать хлебы и давать ученикам, а те народу. Все ели и насытились, и когда собрали оставшиеся куски, то их набралось 12 полных корзин. Всего же ело 5000 мужчин, не считая женщин и детей. Я опускаю вообще само событие, вы все его знаете, да, вот это чудо, которое он сделал, но 5000 человек, которые весь день за ним ходили, это мужчин, не считая женщин и детей, то есть, ориентировочно 10-12 тысяч было. По разным оценкам, если в общем, человек. Сразу после этого Иисус велел ученикам сесть в лодку и перенаправиться на другую сторону озера, а сам он оставался, пока не отпустил народ. А когда народ разошелся, Иисус поднялся на гору один помолиться. Всех накормили, он там всех отпустил, ученикам говорит: давайте, переправляйтесь на ту сторону, плывите. А сам просто, представляете, я не знаю, если бы кто-то может сказать, что, ничего такого, подумаешь, он же там не мешки таскал, не вагоны разгружал весь день, с людьми общался, там за кого-то молился, исцелял. Я хочу вам сказать, что, если я бывал иногда, вот когда ты приезжаешь куда-то, и вот люди идут, просто идут, и они просят молиться, и ты общаешься с кем-то, я хочу вам сказать, что я бы лучше мешки разгружал иногда. Вот в прямом смысле. По крайней мере, у тебя просто физическая усталость. А здесь я себя чувствовал не просто как выжатый лимон. И несколько раз такое было. Знаете, хочется лечь и вообще не шевелиться. Пальцы болят на ногах, на руках там, я не знаю. То есть ты эмоционально, духовно и физически просто истощен. Как будто из тебя все соки выпили. Я к тому, что ты устаешь. Да? Он весь день служил людям. Давайте дальше прочитаем. А когда народ разошелся, Иисус поднялся на гору один помолиться. Дальше. Наступил вечер, и Иисус оставался на горе. Тем временем лодка была уже далеко от берега, ее били волны, так как дул встречный ветер. В 4-ю ночь стражи, то есть это ориентировочно в 3-4 часа утра, да, по стражам времени, то есть когда стражники заступали, 1-я смена, 2-я смена, вот 4-я как раз там под утро. Всю ночь, то есть, прошло. 4-ю ночную стражу перед рассветом Иисус пошел к ученикам, ступая по озеру. На что я хочу обратить ваше внимание? Весь день он провел с людьми, он им служил. Казалось бы, не каждый день такое. И после этого, несмотря на всю свою усталость, всю свою занятость, отпустил людей, ученикам сказал, сам пошел на гору и помолился. Вполне возможно, может быть, он думал, что утром у меня не будет времени, чтобы встать и провести время одному. Нам это мои домыслы уже, да? Но вот насколько важно иметь личное общение с Богом. Несмотря на усталость, несмотря на занятость. Дальше, Матфея, 26 глава, еще одно местописание. 26 глава, 36-44 стих. Иисус пришел с ними на место, называемое Гефсимания, и сказал ученикам: посидите здесь, а я пойду и помолюсь. Он взял с собой Петра и 2 сыновей Завидея. Его охватили тоска и тревога. Это вы знаете, это перед тем, когда его уже вот сейчас схватят, он знает, что будет. Иисус пришел с ними, тоска и тревога. Тогда он сказал им: душа моя объята смертельной печалью. Побудьте здесь и бодрствуйте со мною. Отойдя немного, он пал на лицо свое и молился: Отец мой, если возможно, то пусть минует меня эта чаша, но пусть будет все не так, как я хочу, а как ты хочешь. Затем он возвратился к ученикам и нашел их спящими. Неужели вы даже часу не могли пободрствовать вместе со мной? Спросил он Петра. Бодрствуйте и молитесь, чтобы вам не поддаться искушению.
дух бодр, но тело слабо. И во второй раз он ушел и молился: Отец мой, если невозможно, чтобы эта чаша миновала меня, и чтобы мне не пить из нее, то пусть все будет по твоей воле. Когда он вернулся, ученики опять спали, потому что их веки отяжелели, и, оставив их, Иисус отошел и стал молиться в третий раз теми же словами. Смотрите, вот сама ситуация. Иисус пришел, это вот кульминация вообще его служения. Он наступает. Он понимает, что ему придется умереть смертью и взять грехи всего этого мира, и не только пройти через физические страдания, но и спуститься в преисподнюю потом, то есть принять грехи всего мира на себя, чтобы избавить все человечество. Тоскливо было. Не то слово. И он берет учеников, взял 3, отошел с ними, но смотрите, он не остался с ними вместе. Оставил их и говорит: ребят, молитесь здесь. Сам ушел от них, чтобы быть одному и молиться лично, иметь общение с Богом. И молился один, возвращается к ним, они спят. Он говорит: ребят, хотя бы час, что, неужели не могли? Еще раз возвращается, они опять спят, даже уже не трогают. Не остается с ними и уходит. Что бы делали многие из нас, когда знали бы, что вот там какое-то знаковое событие произойдет скоро? Во все группы, смс-ки, там, ребята, молитесь, поддержка. Это не означает, что этого делать не надо, но я просто вам пример привожу. Собрать кого-то, давайте все будем молиться за меня, возлагайте руки и так далее. Но, по примеру Иисуса, ничто не заменит личной встречи с Богом. На чужом горбу нельзя въехать. В конечном итоге ты несешь ответственность и за свою жизнь, и за свое спасение. И никто не примет это решение за тебя. Но на этом втором примере, что я хочу вам показать, что вне зависимости от того, что происходило в жизни, Иисус всегда находил время, чтобы иметь личное общение с Богом. Иисус знает, что его время на земле подходит к концу, что ему предстоит умереть страшной смертью через распятие. Он все равно находит. И я бы даже сказал, тем более он находит время. Чем серьезнее проблема, тем больше тебе нужно подумать, может быть, обратиться к тому, кто все в своей руке держит. Еще раз, если это было важно для Иисуса, то это должно быть важно для каждого христианина. Христианин, еще раз, подобный Христу, похож на Христа. Наша вся суть, что мы преобразуемся в Его образ. Вся наша жизнь, вся наша вера направлена на то, чтобы мы менялись. И мы все больше и больше отображали Его, отождествлялись со Христом. Какие еще эпитеты есть в Библии? Там, облеклись во Христа, да, как одели Его на себя. Или уже не я живу, но живет во мне Христос. Павел пишет, 1 Коринфянам, 11 глава, 1 стих. Он обращается к ученикам, в Коринфе. «Следуйте моему примеру, как я следую примеру Христа». В синодальном там, по-моему, «уподобляюсь». Там написано «подражайте». «Подражайте мне, как я подражаю Христу». Или «следуйте моему примеру, как я следую примеру Христа». Он должен быть примером для нас. Итак, если у Христа было личное время с Богом, то и у тебя должно быть личное время. Вы понимаете? Это не опция вообще. Я написал 3 причины, на самом деле их гораздо больше может быть, но 3 причины, почему каждый верующий должен иметь личное общение с Богом, личное время с Богом. И самое первое, это единственный способ развить личные отношения с Богом. Ты не можешь знать Бога, если не проводишь время с Ним лично. Знать это, именно узнать, познать. То есть это как знакомство с человеком. Если ты когда-то с кем-то встретился и тебя представили, познакомься, это Александр, это Василий, очень приятно.
Вы знакомы. И на этом все. Если вы не проводите время вместе, если вы не общаетесь, ты понятия не имеешь, каков он, что с ним. Ты можешь слышать от кого-то, но ничто не заменит личного общения. И если ты не общаешься с ним, не разговариваешь, ты не можешь сказать, что ты знаешь его. Ты не можешь знать Бога, если не проводишь с ним время лично. 1 Иоанна, первое послание Иоанна, 2 глава, 4 стих. Если кто-то говорит, я знаю Бога, но не соблюдает его повелений, тот лжец, и истины в нем нет. Смотрите, у нас есть заповедь молиться. Есть такая? 1 Фессалоникийцам, 5 глава, 17-18 стих. Павел пишет. Всегда радуйтесь, постоянно молитесь. При любых обстоятельствах будьте благодарны Богу, потому что в этом воля Божия во Христе Иисусе для вас. Помимо этого, вы знаете, что мы постоянно должны пребывать в Слове Божьем. Смотрите, в этом и заключается личное время с Богом. Ты уединяешься, ты молишься, ищешь Его лица, читаешь Его Слово, размышляешь над этим и слушаешь. Если мы не делаем этого, и мы говорим, что мы знаем Бога, написано, мы лжем, и правды у нас нет. Еще раз, ты не можешь знать Бога, если у тебя нет личного времени с Ним на регулярной основе. Желательно ежедневно. Потому что единственный способ познать Бога – это проводить время с Ним. Вы понимаете, о чем я? Вот смотрите, можно взять биографию какого-то человека и прочитать о нем, каков он, и какие дела он делал, и что, и какую там характеристику прочитать в личном деле, если у кого-то еще где-то кто-то работает или служит, если они до сих пор еще существуют, ты прочитал, и ты имеешь представление, может быть, с точки зрения кого-то, каков этот человек. Но ты не сможешь его узнать все равно. Ты можешь иметь какое-то представление о нем. Лично узнать человека ты можешь только имея общение с ним. Я понятно говорю? И Бог как личность ты можешь познать, только имея общение с Ним. И ничто это не заменит. Никакие сказки, никакие истории, никакие предания и рассказы и свидетельства других людей. Ты будешь иметь только лишь представление о том, каков Бог. Но чтобы узнать Его лично, ты должен лично иметь общение. Итак, первая причина. Это единственный способ развить личные отношения с Богом. И вторая причина – это способ, чтобы увеличить познание Бога и Его Слова. То есть углубиться в этом. Чем больше ты познаешь Слово Божие, тем больше ты возрастаешь как христианин. А мы призваны возрастать как христиане. Призваны все больше и больше отображать Христа. Давайте прочитаем интересное место Писания, 1 Коринфянам, 3 глава, 1-2 стих. Так вот, братья, я не мог говорить с вами, как с людьми духовными, но говорил вам, как людям, находящимся под властью старой греховной природы, как младенцами во Христе. Я кормил вас молоком, а не твердой пищей, потому что вы еще не были способны принимать ее, да и теперь еще не способны. Обратите внимание, Павел сравнивает духовно незрелых людей с младенцами, с маленькими лялечками, чтобы людям было понятно. Младенцы питаются только жидкой пищей, только молоком до 4-6 месяцев ориентировочно. Потом им начинают в пищу добавлять пюрешечку какую-то, да? То есть что-то пережеванное. Более твердая субстанция, но все равно такая. И то они, когда едят, они языком постоянно все это дело. То есть у них сосательный рефлекс. Они еще нормально просто взять ложку, облизать ее, они не могут. Они пытаются сосать и языком часто половину выплевывают обратно. Ты там ложкой вокруг собрал, обратно туда. Но потом где-то, когда год им наступает, да, там 10-11 месяцев, да,
Они сидят уже там за своим столиком, начинают своими ручищами хватать твою еду, пытаются, да. Ты понимаешь, что они уже готовы к чему-то такому, им начинают добывать, какую-то твердую пищу, но все равно мягкую, да. Ты не можешь дать что-то такое, твердые куски, чтобы они не размякли, потому что они просто подавятся, еще не умеют глотать, то есть это постепенный процесс приучения к полноценному питанию, пережевывать и проглатывать. Но смотрите, если твоему ребенку 3 или 4 года уже, и он не может есть твердую пищу, очевидно, что проблема в развитии. Это ненормально. Что-то не так. И Павел пишет Коринфянам здесь: ребят, с вашим развитием как христиан что-то не так. Вы недоразвитые. Потому что вы уже должны быть способны есть мясо Слова Божьего. А вы до сих пор молочко посасываете. Вы еще не можете. Вы все еще младенцы христиане, и вы вообще не растете. Одно по одному. Вы все еще не способны пережевывать и глотать твердую пищу, поэтому вам дают молочко. Евреям 5 глава, 11-14 стих. Мы могли бы говорить об этом еще больше, но вам трудно это объяснить, потому что вы обленились и сделались неспособны слушать. Судя по времени, вам следует уже быть учителями, но пока что вы сами нуждаетесь в учителях, которые бы учили вас основным истинам Божьего Слова. Вам опять нужно питаться молоком, а не твердой пищей. И всякий, кто питается молоком, все еще младенец и плохо знает, что такое праведность. Твердая же пища для людей зрелых, чувства которых опытом приучены различать, где добро, а где зло. И следующий стих, 6 глава. Поэтому давайте перейдем от основ учения о Христе к тому, что предназначено для зрелых. Мы не станем опять полагать основания покаяния в делах, которые ведут к смерти, необходимости веры в Бога. Смотрите, может быть, вы встречали таких людей, я встречал, которые вроде бы ходят в церковь, оступаются в вере, пропадают, через какое-то время появляются, потому что они чувствовали себя плохо, приходят в церковь, возвращаются, затем снова оступаются, опять пропадают, опять чувствуют себя плохо, опять возвращаются. И так по кругу, годами, у кого-то десятилетиями. Почему так происходит? Потому что ты не обучаешься. Ты вообще не растешь духовно, как христианин, как верующий. Ты как питался из бутылочки молочком, так все оттуда и посасываешь. Если что, это опять скрытая реклама библейских курсов. Хочешь возрастать, тебе нужно научаться. На самом деле трудно найти, знаете, когда, во-первых, ты заплатил денег, там немного, не переживайте, но тем не менее. И ты на систематической основе должен приходить и что-то делать. Потому что, если честно самим себе признаться, многие из нас, просто ленивы. Кто-то не может организовать свое, а здесь для тебя уже все организовано. Каждая суббота ты должен быть, да, и ты чему-то обучаешься. Но если ты не обучаешься, то ты не растешь. У тебя просто заторможенное развитие, как у христианина. И вот этих вот проблем, которые у тебя есть, это бы не произошло, если бы у тебя было качественное, регулярное, личное время с Богом. Но твое познание Бога и Его Слова увеличилось бы, если бы ты проводил личное время с Богом. Итак, третья причина, 3 причины. Мы все еще смотрим, почему тебе необходимо иметь личное общение с Богом. Первое. Единственный способ развить личные отношения с Богом. Вторая. Увеличить познание Бога и Его Слова. И третья, такая, знаете, не самая очевидная, это ежедневный самоанализ. Я сейчас поясню, что я имею в этом, под этим. Давайте посмотрим 2 Тимофея, 3 глава, с 16 по 17 стих. Вы знаете это местописание. Я прочитаю сейчас под редакцией Кулаковых. Не новый русский перевод. Здесь вот как бы
Когда я слайдики отправляю, там, надо... Ладно, это потом. Это не для вас, это для медиакоманды. Надо, смотреть. Под редакцией Кулаковых звучит следующим образом перевод. Все Писание вдохновлено Богом и полезно для научения, обличения, исправления, для наставления в праведности, чтобы Божий человек был полностью готов для любого доброго дела. Ой, это я прочитал в новом, переводе. А вот сейчас это новый русский был, под редакцией Кулаковых. Давайте я прочитаю. То же самое место. Все Писание Бога вдохновенно. В нем есть все, чтобы учить людей истине, обличать во грехе, исправлять ошибки, одним словом вести к праведности, чтобы сделать Божьего человека способным и готовым ко всякому доброму делу. Другими словами, современным языком, смотрите, все Писание – это Божье Слово. Понимаете, да? Божье Слово учит нас тому, что есть истина. Помогает осознать нам, что неправильно в нашей жизни. Что мы делаем не так, где мы ошибаемся. Почему я вроде бы пытаюсь чего-то добиваюсь и пытаюсь быть счастливым, и одни проблемы у меня, и нет никакого удовлетворения. Оно учит нас, Слово Божие, тому, что нам делать, чтобы преуспеть в жизни в том числе. Бог использует свое Слово, чтобы подготовить нас к тому, чтобы мы... И помните, я говорил про преуспевание. Если хороший путь, это не означает, не обязательно, так скажем, что ты будешь богатый, еще что-то, но чтобы было достаточно, чтобы у тебя был хороший путь в этой жизни, с греческого, если да. Итак, каждый день, когда я читаю Слово Божие, я размышляю над ним, я молюсь и слушаю голос Божий, то мне становится понятно, в каких сферах жизни я терплю поражение, а где у меня все нормально. Вы понимаете? Если ты размышляешь, ты читаешь Слово, ты молишься, и ты слушаешь Бога, я тебя уверяю, Бог тебе покажет, если ты задаешься. Тебя что-то беспокоит, и ты его спрашиваешь, то тебе станет понятно, над чем тебе работать, что тебе улучшить, на что обратить внимание. И весь этот процесс, он помогает оценить тебе свою жизнь. Живешь ли ты той жизнью, которой должен жить, согласно Слову Божьему, или нет? Если нет, то тогда Слово побуждает тебя покаяться в чем-то и измениться. Вы понимаете? Смотрите, вместо того, чтобы один раз в год, как многие делают, когда у тебя декабрь, отчеты все сданы, я не знаю, какой-то новый этап жизни, и ты такой садишься и оцениваешь свою жизнь. И такой думаешь, еще один год пропал зря. И ты делаешь какие-то обещания себе, все, записываюсь в спортзал, перестаю жрать сладкое. Я утрирую, например, если у тебя только такие проблемы. Но ты даешь эти обещания, что-то планируешь, только лишь для того, чтобы в марте благополучно забыть уже про все. А не получилось. Но здесь ты каждый день, даже не осознавая этого, смотри, у тебя цель-то в этом не состоит. Ты просто изучаешь Слово, ты молишься, и ты его слушаешь. Но не осознавая это, через личное общение с Богом, ты делаешь самоанализ. Смотри, если ты застрял в жизни, у тебя, скорее всего, нет личного общения с Богом на регулярной основе. Если оно есть, то оно некачественное. Что я подразумеваю? Для тебя это просто рутина, как я говорил тогда. Ты просто идешь по контрольному списку. Так, Библию почитал, Отче наш помолился и так далее, все. Отче наш, иже на небеси, оттараторил. Это некачественное время, понимаешь? Еще раз, почему я именно назвал не молитва, не еще не как-то, но личное время с Богом, личное общение с Богом. Это когда ты общаешься с человеком, когда ты проводишь с ним личное время. Это не просто для галочки. Я натыкался на одно исследование западное.
Пытался найти, не смог, не успел найти, чтобы сдать ссылку, но было такое, поверьте мне. Причем это не какой-то опрос среди верующих, среди церквей, но светский. Было в каком-то журнале, что люди, которые читают Библию каждый день и размышляют о том, что они прочитали, они более успешны в жизни, чем те, кто этого не делает. На самом деле, может быть множество причин. Если человек, он может каждый день организовать свой, это уже что-то говорит о его способностях, может быть, он и по жизни более организован и собран. Но, вы знаете, я верю, что одна из причин – это потому, что такие люди, не подозревая даже этого, они каждый день занимаются самооценкой, у них происходит какая-то рефлексия по поводу своей жизни. Они этого не замечают. Они молятся просто, но если их Бог в чем-то корректирует, он говорит, смотри, надо уделить время детям. У тебя везде все хорошо, но ты детей потеряешь. Или там у тебя, слушай, с женой напряги конкретные. Если ты еще не видишь, скоро будут. Поверь, она уже там начала, то есть котелок уже закипает, кашка варится, скоро прорвет. Сходите куда-нибудь, еще что-то. Вы понимаете, о чем я. Это не раз в год у тебя. Если у тебя каждый день ты там одно услышал, другое, ты можешь вносить коррективы в свою жизнь. Если ты уже 20 лет в браке, у тебя брак разваливается, у тебя нет личного общения с Богом. Потому что Он бы тебе показал, что тебе нужно исправить. И так в каждой сфере жизни. Понимаете? Я что-то пытался сократить все. Сокращался. Мы уже подходим к заключению. Я просто хочу в заключение вам сказать, что, смотрите, в наше время, что я подразумеваю, наша эра, когда Иисус, Он уже был распят, и Он умер за наши грехи, наши молитвы не отличаются от тех, которые были в Ветхом Завете. Вы понимаете это? До того, как Иисус умер на кресте, существовала завеса. Вот мы смотрели. В храме, в скинии, которая отделяла святое место, где находился жертвенник для курения, куда входили от святая святых, где находился ковчег завета. И эта завеса, она символизировала отделение грешных людей от святого Бога. Раньше люди, они не могли прийти просто так к Богу. Дух Святой еще не жил в них. Они не могли иметь общение, они не могли слышать. Нужно было быть Моисеем, избранным пророком, чтобы слышать голос Божий. Был физический барьер, указывающий на стену. Это как прообраз там, но была стена. Смотрите, ничто грешное не может войти в присутствие Божие, святого Бога. За это должна была быть пролита кровь, поэтому священник приходил и проливал ее. И эта завеса, она символизировала, что люди, они отделены от Бога. Священник может войти раз в год. Но когда Иисус умер за нас, что произошло с завесой? Она разорвалась. Это как символ, все, рухнуло все, что было. Давайте мы прочитаем это место. Матвея, 27 глава, 50-51 стих. Иисус снова громко закричал и испустил дух. И тут завеса в храме разорвалась надвое, сверху донизу. Что это означает? Это означает, что та стена нашего греха, отделявшая нас от Бога, она была разрушена, когда Иисус умер за наши грехи на кресте. Смотрите, внимание, это очень важно. Теперь между тобой и Богом нет разделения. Нет никаких препятствий. И это означает, что у нас есть смелость приблизиться к самому престолу Божьему. Нам не нужен никакой первосвященник, который бы раз в год за нас вознес молитву. Нет уже завесы.
Давайте прочитаем Евреям 10 глава, 19-22 стих. Итак, братья, благодаря крови Иисуса мы теперь можем смело входить в святое святых, войти по новому и живому пути, который открыт для нас через завесу, то есть через Его тело. У нас есть великий священник, который стоит во главе всего Дома Божьего. Так давайте приблизимся к Богу с искренними сердцами, в полноте веры, краплением очистив сердца от порочной совести и омыв тела чистой водой. Мы можем с уверенностью войти в присутствие Божие и говорить непосредственно с Ним, с самим Богом. И нам не нужно, чтобы у нас был какой-то посредник. Ни какие-то святые, ни Мария, Дева Мария подразумевается, ни любой другой человек, ни пастор какой-то, ни священник. Иисус все сделал, только Иисус. Он наш священник. Все, что Иисус сделал на кресте, этого достаточно, чтобы ты мог иметь личное общение с Богом. Задумайся. Бог сделал все, чтобы устранить все препятствия и иметь личное общение именно с тобой. Никто и ничто не смогут заменить этого. Ни твоя жена, ни твой муж, ни твои дети, ни твои родители. Бог желает иметь общение с тобой лично. Выбор за тобой. Найдешь ли ты время для личного общения с Богом? Тот вопрос, который я хочу, чтобы каждый себе задал. И смотрите, одно из величайших отличий именно протестантов, вы знаете, я всегда отношусь к этому спокойно. Если человек находит Бога в православной церкви, в католической, где-то в другой деноминации, слава Богу вообще, если это идет ему на пользу, он переживает его присутствие, его жизнь, она меняется. Мы все разные. Но, смотрите, истина заключается в том, что тебе не нужен никакой посредник. Тебе не нужно свечку ставить и просить какого-то святого, чтобы он помолился за тебя. Более того, Бог хочет, чтобы у тебя было общение. Он хочет с тобой общаться. Он хочет слышать твой голос, а не какого-то человека. Ты понимаешь? В этом у нас большая привилегия у христиан. И просто кто-то понимает это и использует, а кто-то не понимает. И смотри, мы можем приходить к Богу еще раз не потому, что мы такие классные. И мы такие крутые. Мы, конечно, классные, и мы крутые, да, но не поэтому. Но потому что Иисус все сделал. Понимаешь? И выбор просто за тобой. Можешь ты, захочешь ли ты, найдешь ли ты время. Но поверь мне, это стоит того. Аминь.